Уважаемые жители Республики Коми, добрый день. Продолжаю информировать вас о ситуации в республике. Что касается эпидемиологии, сегодня в республике лабораторно подтверждено 1188 случаев заболевания коронавирусом, прирост за сутки 44 человека. Ну, к сожалению, вот цифра большая, но мы, тем не менее, удержали РТ, вот наш основной показатель, на 0,9, поэтому мы продолжаем оставаться в фокусе, который позволяет нам рассчитывать все-таки на выход на полный первый этап. Всего под медицинским наблюдением в республике 1678 человек, выздоровело 625 человек, за сутки 33 человека. Сегодня утром я принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера правительства Российской Федерации Марата Шакирзяновича Хуснуллина. Выступил с предложением внести новый механизм переселения граждан из района Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. В чем суть? Суть в том, чтобы не выдавать сертификат на переселение, а предоставить людям квартиры в новых домах, построенных в том числе и в столице того региона, где он проживал. Например, сегодня в центре Сыктывкара есть микрорайон, застроенный еще в 50-е, 60-е годы прошлого столетия. Это деревянные двухэтажные многоквартирные дома. На сегодняшний день их 1336 домов. И проживает там 33 тысячи человек. Проводить там ремонт капитальный или текущий, ну, уже никакого нет возможности, да и деньги вкладывать в это совершенно не нужно. Но при этом вот такие устаревшие деревянные дома портят и внешний вид центра Сыктывкара, ну и самое главное, не дают развиваться центральной части. И предложение мое было такое, что построить на их месте новые современные жилые дома, выделить в них квартиры тем, кто десятилетиями ожидает переселения с северных территорий республики. Но чтобы вы тоже понимали, уважаемые жители, что сегодня вот на переселение выделяется в лучшем случае 280 семьям, а всего там, если сегодня считать, то это переселить людей нам потребуется 90 лет. Поэтому, конечно, вот такое предложение, самое главное, что вице-премьер это предложение одобрил и включил его в протокольное решение для того, чтобы дальше мы уже двигались именно в этом направлении. Сегодня я работаю в Сысольском районе. Первым делом я встретился с руководителями аграрных предприятий района. И вчера, кстати, я проводил встречу тоже в формате видеосвязи с коллегами вот из других муниципальных районов. И обсуждали, конечно, проблемные вопросы и перспективы развития отрасли. Ну, в этом году понятной по известным причинам пандемия, у сельхозпроизводителей возникли сложности с реализацией продукции. И основными потребителями молочных продуктов, конечно, сегодня мы определяем, должны быть школы и детские сады. И понятно, что школы и детские сады были в дистанционном обучении, поэтому вот эта проблема, она еще не только из-за этого, а еще и такая застаревшая проблема реализации продукции через федеральные розничные сети. Также были высказаны предложения по совершенствованию системы действующих мер поддержки для предприятий агропромышленного комплекса. Хочу сказать, что все эти вопросы мы выслушали и, самое главное, понимаем, как их решать. Поэтому я уже дал необходимые поручения Минсельхозу с тем, чтобы подготовить комплексное решение по аграриям нашей республики. Сегодня же здесь же я побывал на стройке нового корпуса Кунипского дома-интерната на 70 мест. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Демография». Проект рассчитан на 2 года. Новый корпус будет отвечать всем современным санитарным и другим требованиям. И в нем будет не только уютно и комфортно проживать, но и будут созданы условия для маломобильных групп. Также побывал на стройплощадке в Визинге, где возводится новая школа на 501 место.
Работы идут в соответствии с графиком, уже завершены отделочные работы, монтажные работы, идут работы по благоустройству. Ну, хотя срок ввода в эксплуатацию школы с ноября этого года, мы, в общем, сегодня наметили такие грандиозные планы, и все-таки, чтобы школа заработала с 1 сентября. Будем над этим сейчас максимально работать. Ну и также я осмотрел здание районной больницы. Конечно, состояние, особенно отделения педиатрического и терапевтического, плачевное. Необходимо, конечно, строить новое здание, причем в таком капитальном кирпичном исполнении. Договорились, что включим этот проект в республиканскую адресную инвестиционную программу и в ближайшее время начнем разработку проекта и привязки. И сегодня же я встретился с представителем общественности района. Состоялся, ну, как всегда, вы знаете, на земле разговор всегда очень живой, душевный, продуктивный. Конечно, все тревоги, чаяния, заботы сельчан и желание жить и работать на родной земле, которые они очень любят и берегут, они абсолютно понятны, и я их абсолютно разделяю. Обсудили проблемные вопросы и перспективы дальнейшего развития района. Сегодня Общероссийский день библиотек. Республика Коми является одним из лидеров внедрения нового модельного стандарта библиотек в России. Я сегодня побывал утром в одной из таких библиотек в Сыктывкаре, где провел совещание с библиотеками городов и районов республики. Хочу сказать, что библиотечная реформа в регионе будет продолжена. В этом году мы модернизируем еще 8 библиотек. Конечно же, современная и комфортная среда, ну, это очень важно и для читателей, и для работников библиотек. Конечно, поздравляя всех сотрудников библиотек республики с профессиональным праздником, я хочу искренне сказать, что огромное спасибо вам за любовь и преданность своему делу, за вклад в сохранение духовных и культурных ценностей. Уважаемые жители республики, сегодня вот вся информация, которую я бы хотел вам донести. Еще раз хочу напомнить, чтобы вы относились бережно друг к другу. До завтра. Всего вам самого доброго. И, как я и обещал, 28 числа, скорее всего, все-таки я расскажу о завершении первого этапа и выхода вот на полную реализацию. Дождитесь завтра. Всего вам самого доброго.